Сельское поселение Сурхахи является связующим звеном горной и равнинной Ингушетии. Одно из старейших сел республики, граничит с селениями Икажево, Алиюрт, Яндыри и Галашки. История этой местности уходит корнями в аланское прошлое. Эта территория изучена слабо, но здесь зафиксированы многочисленные памятники 2-3 тысячелетия до нашей эры. В центре и окрестностях села были обнаружены древнейшие памятники, доказывающие, что здесь когда-то располагались жилые и боевые сооружения, окопы, рвы и прочие исторические свидетельства существования древнего государства. Среди находок имеются дисковидные ядрища, отщепы и пластины. Это место, где стояло войско, вот в арабских источниках приводятся такие данные, что чтобы эти горные аланы не спускались с гор и не нападали на плоскостников, которые тут поселились, монголы вынуждены были держать в предгорьях 10-тысячное войско. И возможно, что один из отрядов стоял именно на этом месте, и Сурхвати, вот ингушское Сурхвати, возможно, переводится как место, где стояло войско от ингушского Сурхати. Большинство ингушей, некогда вытесненных иноземными захватчиками в горы, вновь заселяя равнину, в основном останавливались в Сурхахах. Со временем они присматривали себе местность в округе, образовывая небольшие хуторы. Нужно сказать, что Сурхахи на юге соседствует с ближайшим селением является Галашки, и между ним находится хребет Матхалдул. И через этот хребет вот связь поддерживалась через Галашки с горной зоной. И когда ингуши уже с конца 18 века начали возвращаться на плоскость, то Сурхахи это был один из перевалочных пунктов здесь, в предгорной зоне, откуда уже расселялись по другим местам. Таких несколько было перевалочных пунктов. Это Ангуш, Сурхахи. Позже таким же пунктом стало село Базоркино уже. Наряду со многими населенными пунктами Ингушетии Сурхахи противостояло натиску Деникина. Оно было сожжено дотла, но не было сломлено. Основные события разворачивались как в Сурхахах, так и Икажево, Галаково, Кантышево. В результате ожесточенных боев Сурхахи и Икажево были снесены с лица земли. Активным участником гражданской войны легендой тех лет стал Мандрен Альгиев, уроженец села, а герой, который 9 дней один противостоял деникинцам, написал Багаудин Зязиков в повести «9 дней из жизни героя». В селе были известные деятели, ученые алимы. Один из них Матиев Салсламбек, горожевец, который преподавал Коран 30 лет в селе Сурхахи, примерно с 900 по 30-е годы. Также был известный алим Терсмейл Хадж Гагиев. Он учился за границей. Он там учился 18 лет. После того, как приехал на родину, то есть Сурхахи, он был имамом центральной мечети и преподавал Коран. Он преподавал. Его учениками были Усман Мол, как мы знаем, Мусольгев, так тоже Мусольгев, Зияуддин, еще Абу Язид, и так другие, всех не перечислишь. В советские годы здесь дислоцировалась воинская ракетная часть. С образованием Республики Ингушетия на его месте был открыт Горский кадетский корпус. 17 мая 1994 года вышел указ первого президента Ингушетии Руслана Аушева о создании Горского кадетского корпуса. Общеобразовательное учреждение с военным уклоном было создано с целью улучшения военно-патриотического воспитания молодежи и подготовки защитников Отечества. Кадеты, марширующие в парадной форме, стали частью национального колорита Ингушетии. В этом учебном заведении, помимо образования, всестороннего воспитания, мужской закалки, вырабатывают и высокие профессиональные навыки. Кадеты становятся достойными продолжателями героических традиций ингушского воинства.
Учебное заведение располагается в окружении заповедного леса. Оно считается одним из престижных на Северном Кавказе. Школа представляет целый городок со своим хозяйством. Здесь расположены учебные и спальные корпуса, библиотека, штаб, столовая, санчасть, спортивный комплекс и многое другое. С 2011 года здесь функционирует специализированный морской класс, а с 2012 года – полицейский. Вот уже многие годы Горский кадетский корпус на соревнованиях и всероссийских сборах показывает лучшие результаты. Совсем недавно на 10-м всероссийском сборе воспитанников кадетских корпусов и школ регионов России наши ребята стали безусловными лидерами. 2 августа 2013 года в рамках праздника Ильин-день, День ВДВ, проводили всероссийские сборы команд участников среди кадетского корпуса России десантного профиля, где кадеты Горского кадетского корпуса заняли уверенное первое место. И впервые за всю историю ингушского народа было предоставлено почетное право провести государственный флаг Республики Ингушетия перед командами-участниками на Красной площади в городе Москве. В Сургахах много представителей молодого поколения с честью и достоинством представляющих свое село, республику, страну. Уроженцем села является и Назир Манкиев. В один миг своей долгожданной победой на Олимпийских играх в Пекине он вдохновил сборную большой страны на череду побед. Отчаяние всех, кто болел за наших спортсменов, сменилось радостью и ликованием. Житель села, общественный деятель, писатель Аббас Матиев вспоминает, что эта новость его застала во время командировки в Сочи. Чувство гордости за наших земляков вылилось у Аббаса в творчество. О олимпийском чемпионе я написал стихотворение. О нем и как раз в Олимпиаде, это в Китае было, эта Олимпиада. Сперва боксер, этот Манкиев Назир выиграл. Потом, спустя через несколько дней, Рахим Черкиев. Я вместе о них написал стихотворение, и оно было опубликовано в газете в то время. Олимпийские чемпионы. Как я приехал, поблагодарить, Назир пришел, потом Черкиев, Рахим пришел поблагодарить меня. Было такое. Начинал Манкиев свою спортивную деятельность в сельском спортивном клубе «Сурхо», который уже много лет славится достижениями своих воспитанников. Спортивная школа «Сурхо» является наиболее важным ресурсом для сельского поселения Сурхахи, так как в ней выросли самые именитые спортсмены, мастера спорта в разных видах спорта, а также достигшие большего успеха в Олимпийских играх, например, Назир Манкиев. Он являлся спортсменом, то есть, который начинал именно со спортклуба «Сурхо», и потом, совершенствуясь, он как бы перешел в Краснодар, и он начал там продолжать свою карьеру, но начинал он именно с истоков, именно с этого спортклуба. Выезжают, показывают лучшие результаты, то есть надежды оправдываются. Ваха Бархинхоев, тренер по боксу, считает, что именно достижения этих людей стимулируют детей заниматься спортом. Ваха тренирует ребят с 2009 года, и уже сейчас он видит результат своей работы. Недавно на первенстве СКФО в Дагестане двое его воспитанников стали призерами, один будет представлять республику на чемпионате России. Очень уделяет внимание наш министр спорта Ахмед Катиев. В последнее время выездами инвентарь помогает очень сильно. И еще спонсор тоже, Баркинхоев Ахмед, нам тоже помогает поездкой и то, что нам нужно, помогает нам. Аббас Матиев
посвятивший стройке нашим спортсменам, всю свою жизнь занимался тяжелым физическим трудом. И поэтому очень радуется возможности современной молодежи реализовать себя. Аббас имеет 40-летний трудовой стаж строителя, награжден множеством почетных грамот. Закрытое акционерное общество «Декор» представило его название заслуженного строителя республики. Но, несмотря на столь загруженный график по жизни, Аббас всегда находил время для творческой реализации. Основные его труды выходят на ингушском языке. Собираюсь написать о выселении. Материал, можно сказать, немножко собран. Но, правда, надо еще работать. Этот день не напишешь. Который я раньше писал «Жизнь быть ингушского народа, 19 век». Книга Яттув. Я написал еще поэма на ингушском языке о выселении «Дунен Дихар». Она опубликована в этой книге, тоже она находится. Аббас всегда вел маленькое придворное хозяйство. Он любит ухаживать за своим любимым садом. Садовод-любитель недавно вырастил у себя во дворе килограммовую грушу, которая стала известна на всю страну. Грушевое дерево садовод посадил в 2000 году. Оно 2 года не давало урожая. Все потому, что по совету покойного отца он 3 года срывал с дерева цветы, не давая вырасти плодам. Спустя 2 года на дереве появились огромные груши, каждая из которых весила почти килограмм. Сад сказать, конечно, нельзя, но по мере возможности посажен. У нас есть деревья. В этом дворе, вот он очень маленький двор, где-то 11-12 деревьев. В том числе и груши, и яблоки, и черешни, и все остальное. Занимаются, конечно. Даже вчера опрыскивали. То, что в это время нужно, сделали уже. Если для Аббаса садоводство лишь увлечение, то для многих жителей села частное предпринимательство – это дело жизни. Здесь люди арендуют пахотные земли, открывают торговые точки, занимаются животноводством и тепличными хозяйствами. Естественно, что для села с 16-тысячным населением особенно важно занять себя чем-то полезным и прибыльным. Около 690 гектаров земли принято вот так крестьянское фермерное хозяйство. Людям отдана эта земля под аренду на 49 лет. Ну, чтобы они пользовались этим землей, выращивали, обрабатывали и давали пользу для населения. Этим занимаются многие, примерно Аушу Руслан Бембулатович, то же самое, получали гранты. Вот Аушу Магомед Замович, он тоже был, Юлоев Сулейман Замович, то же самое, участвовал, тоже у него там скотоводство. Ферма хорошая, даже можно для других примерно показать. Хизир и Зарета Нальгиевы более 15 лет назад развернули большое хозяйство у себя во дворе. Разводят крупнорогатый и мелкорогатый скот. Начали они свое дело, заняв денежную сумму у знакомых. Зарета выражает надежды на дополнительную поддержку со стороны, чтобы хоть как-то облегчить условия ведения хозяйства. Для семьи из 8 человек такое дело является хорошим подспорьем, несмотря на то, что это тяжелый труд. Работаем с мужем вместе, дети помогают. У меня 6 детей. Своим честным трудом мы построили вот стройки, работаем. Мы уже 15-16 лет вот так держим, работаем, да. Помогая родителям по хозяйству, дети Хизира и Зареты уделяют большое значение учебе. Труд занимает у них лишь свободное от занятий время. Несмотря на то, что в селе 4 общеобразовательные школы, потребность в строительстве учебных заведений – одна из основных задач, стоящих перед администрацией села. В связи с этим в ближайшие годы планируется строительство как школ, так и детских садов. Уже строится детский сад на 220 мест. У нас возникают и социальные вопросы, о развитии села, и проблемах разных. Вот в 2013 году у нас были большие проблемы с электролиниями. В 2013 году мы провели около 3 километра электролинии новые, поставили новые трансформаторы, пробурили новую скважину по улице Московской. То же самое, вот в ближайшие, можно сказать, там 2 недели будет уже завершена работа по этому скважине. И в этом году, в 2013 году мы тоже планируем, у нас было поручение главы до 30 апреля благоустроить коптежи и там проложить новую трубу нам. То же самое, до 30 апреля мы уже планируем этот вопрос, закрыть уже эту работу. В этом году, если получится, мы постараемся, что нам проложили новую дорогу вот, по центральной улице. Тут намечаются новые строительства школ, еще дополнительных детских садиков, 15, 16, 17, 18 года, вот так.
Педагоги и учащиеся второй сюрхахинской школы особо чутко следят за успехами сельчан. Очень ценно для них то, что они являются выпускниками этой школы. Привлекают к себе внимание красочно оформленные стенды, которые знакомят со спортивными достижениями уроженцев села. Наша школа гордится такими своими воспитанниками, можно сказать, учениками, выпускниками, братьями Манкилами. У нас также есть очень талантливый, способный, если как тренеры говорят, спортсмен. Это Татриев Билан. С нашего села, хотя у нас он не учился, но с нашего села также есть выходец с нашего села. Хучбаров Рустам. Это мальчики такие, которые не только наше село представляет, представители нашей школы, нашего села, нашего спортивного клуба, но и представляют республику, страну на международной арене. Это мальчики, которые, когда учились в школе, были целеустремленными всегда. Может быть, учились не так хорошо, как мы хотели бы, но спорт отнимал у них очень много сил, времени. Мы это понимали. Во второй школе функционирует художественный кружок «Умелые руки». Большой интерес к занятиям проявляют как девочки, так и мальчики. Любимое увлечение детей – это оригами и работа с пластилином. Тематика поделок приурочена к временам года, праздникам и ярким событиям школьной жизни. Сегодня, например, учащиеся раскрывают весеннюю тематику. Учащиеся 1 по 3 класс. Ребята с удовольствием приходят на кружок, с интересом выполняют всю работу, какую мы собираемся делать. Им очень нравится работать с бумагой, вырезать из бумаги, аппликации делать, оригами делать. Любим еще из пластилина лепить какие-то фигурки животных, птиц, там, предметы из домашнего быта. Думаю, детям всем интересно, все хотят посещать этот кружок. Я люблю делать оригами. Использовала бумагу цветную, а еще клей, ножницы. Вот научилась я делать всевозможные поделки, лепить из пластилина много чего, еще рисовать. На 8 марта вам что-нибудь подарили? Да. Что ты сделала? Я сделала открытку. На ней был цветок из бумаги, а внутри написала я поздравление и нарисовала. И что мама сказала? Она сказала, что это очень красивое, и сказала спасибо. Воспитание подрастающего поколения зависит от условий, созданных для образовательного процесса. Необходимость сохранения своих национальных ценностей для многих представителей общества является фундаментом благополучия. Для Аббаса Матиева, как человека творческого, важно знание своего языка, обычаев и традиций. Чтобы написать на данном языке, на любом, этого языка надо знать в совершенстве. А я считаю, что я не владею русским языком в совершенстве. Поэтому все я пишу на ингушском. Надо восстановить полностью ингушский язык, грамматику, литературу, все. И работаем над этим. Научно-исследовательский институт, наш университет над этим работает. И руководство говорит, что будем помогать. Еще с Казахстана отец пишет, когда ему было 10-11, когда ему было 9-10 лет, он написал стихотворение «Мост, который проложил наш отец», вот с таким названием, если сказать на ингушском, «Когда стала ты ешь». И это стихотворение, еще он писал некоторые стихотворения, но никому не показывал и оставлял все это. До сих пор все его документы, все его рукописи лежат дома. У нас в семье 14 человек, родители, отец и мать, и 12 детей, 9 братьев и 3 сестры. Вот мы все, так скажем, идем по стопам отца. Отец нас постоянно в детстве, если мы как-то что-то, если неправильно скажем на ингушском языке, он постоянно поправлял нас. И вот это перешло к каждому, можно сказать, что я, старший мой брат, еще у нас один брат, являемся филологами и чисто по-ингушски занимаемся ингушским языком.
А если сказать, пишет ли из нас кто-то как отец, художественные рассказы или стихотворения, вот скоро у меня должна выйти книга для школьного возраста, поучительные рассказы для детей и подростков, рассказы и сказки. Образцом высокой нравственности и ингушского этикета является уроженец Сурхагов, известный религиозный деятель Батылхаджи Белхароев. Родился он в 20-х годах XIX века в семье Андербека Белхароева. С раннего детства, оставшись без родителей, он рос у родственников по материнской линии. Во время Кавказской войны молодой Батыл был вынужден скрываться в горах, ведя жизнь полную опасностей и лишений. Село Сурхахи всегда славилось известными людьми. Один из этих был Аулия шейх Белхароев Батылхаджи. Единственный Аулия из ингушского народа. Он всегда помогал сиротам, которые учили муталимам, которые учились в медресе. Никогда не ложился, не проверив соседей, они сыты или нет. Соседям является 40 дворов. Также он посылал людей в медресе узнать, муталимы сыты или нет. Дальше он ремонтировал дороги, мосты, любые общественные дела для села он делал всегда. У него было 9 сыновей. Они тоже занимались общественной деятельностью села, работали администраторами села. Сын Бексулт, Махти, Али, Иси, Муси, Махамгаз, Хасан, Махмад, Уреш. Батылхаджи отличался гостеприимством. Если в селе появлялись гости, то он старался предоставить им лучшие условия. Он всегда говорил: «Званый гость – твой гость, незваный гость – Божий гость, и его надо принять лучше, чем званого». За проповедническую деятельность Батылхаджи был дважды сослан в Калужскую область. Во время второй ссылки 19 октября 1914 года шейх Батылхаджи, да пребудет с ним милость Всевышнего, умер. Почетным траурным кортежем его тело было доставлено в село. Зиярат шейха Батылхаджи находится в Сурхахах. Люди верят в чудесную силу протекающего неподалеку родника, который когда-то открыл праведник. И многим людям она приносит облегчение. Здесь же высится красивая мечеть, которая отличается своей монументальностью и оригинальным архитектурным исполнением.